Это актуальное интервью в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Институт развития профессионального образования совместно с Высшей школой инновационного менеджмента при главе республики проводят обучение рабочих групп по основам бережливого производства. В ноябре текущего года в республике стартовал 12-й форум молодых исследователей «Шаг в будущую профессию». Что же такое принципы бережливого производства, мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Алексей Загоренко, руководитель Центра бережливых технологий Института развития профессионального образования. Алексей Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Ну и прежде всего в рамках форума среди образовательных организаций проводится конкурс проектных инициатив «Лидер бережливости». Расскажите, о чем идет речь? Действительно, в республике с 2020 года идет массовое внедрение принципов бережливого производства. Они внедряются в органах исполнительной власти, в ведомственных учреждениях и на крупных предприятиях. В системе образования также эти принципы внедряются. И как раз для того, чтобы оживить эту работу, замотивировать наши образовательные учреждения, мы проводим этот конкурс. Ну вот мы с вами говорим о принципах бережливого производства. Давайте расскажем о том, что же такое эти принципы бережливого производства, что они из себя представляют. Ну, принципы бережливого производства первоначально разрабатывались в промышленности, да, для того, чтобы снизить потери, увеличить производительность труда и повысить качество. Оно внедрялось в крупных компаниях, таких как Ford, Toyota, Boeing и так далее. Принципы заключаются в следующем. Да? Необходимо визуализировать процессы, привлечь руководство. Один из принципов «иди и смотри». Принцип вовлечения всего персонала, кайдзен. И все эти принципы, они нацелены именно на то, чтобы снизить перепроизводство, снизить складские какие-то запасы, снизить потери, ненужную, неважную работу, для того, чтобы качество повысить, меньше было брака и так далее. И те компании, которые первыми занялись данными принципами и стали внедрять их в своих компаниях, они добились значительных успехов, и они все до сих пор на слуху. Ну вот мы сейчас поговорили с вами в общем об этих принципах. Можете на конкретных примерах объяснить, как же это все-таки работает? Ну, первая компания, которая стала внедрять эти принципы, это Ford. Генри Форд, вы, наверное, все знаете, он внедрил первое конвейерное производство. Это как раз внесло большой вклад по стандартизации процессов и по оптимизации производства. Второй такой крупный пример – это Toyota, производственная система Toyota, которая была внедрена в середине прошлого века, была создана целая корпоративная культура постоянных улучшений, да, и улучшений процессов именно, то есть она нацелена не на результат, а на процессы. И именно внедрение вот этих улучшений постоянных, оно позволило компании добиться лидирующего положения в мире в автомобилестроении, и до сих пор мы вот в Якутии тоже ездим на автомобилях Toyota. Да, ну вот это мы все-таки говорим о каких-то огромных международных корпорациях. Вот вы можете привести примеры успешного внедрения принципов бережливого производства в России и у нас в республике? Ну, вот в Российской Федерации пионерами это был Горьковский автомобильный завод, Росатом и Сбербанк, да, из таких известных примеров. В принципе, все крупные компании они внедряют. И, наверное, самый наглядный пример, то, что мы все видим, это как менялся Сбербанк за последние 20 лет. Это огромные изменения в процессах, да, то есть, вы помните, лет 20 назад мы все ходили, стояли в очередях, нам помогали заполнять справки, там, помощники какие-то, да, а сейчас мы все это сначала прошла оптимизация в офисах, а потом все это было автоматизировано, и сейчас мы в телефоне Сбербанк онлайн все эти операции проводим. Да, и у нас в республике, в частности, где используются или могут быть использованы эти принципы? Ну вот внедрение как раз принципов бережливого производства в социальной сфере, оно значительно может улучшить качество предоставляемых услуг. Вот в системе образования внедряемые принципы, они помогают освободить время учеников для отдыха и подготовки к занятиям, повысить комфортность пребывания в школе, допустим, и в целом увеличить удовлетворенность от образовательного процесса.
Мы в системе профессионального образования начали внедрение этих принципов с 2020 года. Пионер у нас является Якутский автодорожный техникум. До сих пор они являются лидерами, которые подтвердили высокий уровень своих компетенций на федеральном уровне. И всего у нас более 150 проектов уже реализовано в системе профобразования. В прошлом году 89, в этом году чуть меньше, но тоже значительное количество. И в этом году также мы, помимо профессионального образования, перешли в школы. Был реализован проект «Комфортная школа». Это проект Академии Министерства просвещения Российской Федерации. Наш институт, наш Центр бережливых технологий выступил как региональный координатор. В проекте участвовало 13 школ, из которых 8 школ в арктических улусах и 5 школ в сельскохозяйственных улусах. То есть мы сразу взяли самые проблемные школы, малокомплектные, у которых слабый интернет. И они достигли достаточно высоких результатов. И, вообще проект «Комфортная школа», он заключается в оптимизации не образовательных процессов, а вспомогательных. Да? То есть это оптимизация пространств, входная группа, гардероб, столовая, библиотека, либо навигация, да, то есть для снижения травматизма. Навигационные знаки, во-первых, вывешиваются, распределяются потоки, что по одной лестнице поднимаются, по другой спускаются, чтобы не сталкивались дети. Да? Либо организация питьевого режима, да, то есть чтобы детки не искали, где воды попить. Да? И в 13 школах был реализован этот проект. Очень хорошие отзывы от коллективов школ, во-первых, да, плюс проводилось анкетирование, опрос в начале проекта и по итогам реализации проекта. И удовлетворенность школьников и их родителей, она увеличилась с 72 до 82%. Ну и говоря об образовательных учреждениях, мы все-таки сейчас говорим об обеспечении комфорта учащихся. А если говорить о тех, кто учит, об учителях, преподавателях, какая работа проводится в этом отношении? Тот проект «Эффективный регион», который мы реализуем в республике под руководством Высшей школы инновационного менеджмента, он подразумевает не только эти вспомогательные образовательные процессы, но любые процессы, которые мешают или которые необходимо нам как-то оптимизировать. То есть это могут быть и процессы организации практики производственной, и организация просто рабочих мест, мастерских и так далее. Да? То есть и в тех 150 проектах, которые реализуются в колледжах, техникумах, там очень разнообразные проекты. Они касаются ежедневной жизни именно как раз преподавателей, мастеров и так далее. То есть там любые проекты. Ну и расскажите о том, где можно ознакомиться с принципами и методами бережливого производства, также деталями проекта «Комфортная школа». Во-первых, мы запустили сейчас цифровую платформу leanmanager.ru, да, на котором как раз мы размещаем методические материалы, и наши образовательные организации могут размещать там свои проекты, и мы оказываем методическое сопровождение, помощь как раз по реализации данных проектов. Плюс о проекте «Комфортная школа» можно узнать, соответственно, на сайте Академии Министерства просвещения. Там есть много вебинаров, есть коробочные решения, то есть можно посмотреть, и любая школа может, в принципе, понять, в чем заключается проект, и взять что-то полезное для себя и начать проект у себя. А скажем, а если человек хочет индивидуально сам узнать, есть ли какие-то способы, не обращаясь к профессионалам? Очень много литературы в интернете, безусловно, по тегу бережливое производство. Во-первых, много книг издается, да, и по той же производственной системе Toyota можно посмотреть, изучить опыт, и много других. И плюс можно обратиться к нам, либо в Высшую школу инновационного менеджмента. Мы регулярно проводим образовательные интенсивы, да, и для образовательной организации мы делаем бесплатно. Соответственно, можно прийти, обратиться и, в принципе, получить всю либо консультацию, либо сопровождение проекта. Ну и расскажите о сквозном воспитании бережливой личности, когда нужно ее начинать и как продолжить. Да, у нас в республике мы начали с профобразования, идем назад, да, к школе. А я принес с собой книжку, да, в других регионах, допустим, это в Липецкой области, да,
у них очень сильно развиты как раз бережливые технологии и принципы, они внедряют уже с детского сада. То есть вот здесь, вот в этой книжке, видно, да, наверное, нашим зрителям, очень много игр. Здесь есть фабрики процессов. И они учат как раз детей, как тоже оптимизировать какие-то процессы в игровой форме. Поэтому вот воспитание как раз вот бережливой личности – это такая тоже очень хорошая цель. Почему? Потому что для того, чтобы мы потом в производстве это делали, это нужно воспитать человека вот с самого раннего возраста. И поэтому начинать нужно, конечно, вот с детского сада, потом в школе, потом уже в СПО, либо в высшем образовании. И когда уже человек приходит на производство, он уже, в принципе, готов, и это для него органично. И вот эта культура, ну, как на предприятиях корпоративная, она должна вот тоже закладываться заранее. А то у нас в стране как? Вот мы сделали когда-то УАЗик-буханка, да, там 70 лет назад, и он как бы нормальный, да, нормально сделали навсегда, да. Нет у нас вот этого желания как-то улучшать. И это нужно прививать с самого раннего возраста, для того, чтобы добиваться действительно больших успехов, чтобы наша жизнь становилась лучше. Что ж, Алексей Сергеевич, спасибо вам за эту беседу и за полезную информацию. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся в эфире.